Ребята, всем привет! Сегодня у нас необычная проблема. Приехал ко мне Prius 30 с Заречья. Проблема такая, что у него есть ошибка P0AA6, по-моему, что ли. Короче, это ошибка пробития изоляции на кузов двигателя где-то. Ее сбрасываешь, она появляется опять. Человек говорит, что после мойки автомобиля она появляется. Вот, предварительно я тут уже все разобрал. Посмотрел жгут. Обычно это идет какая проблема в чем? Либо залитие самого инвертора, либо надо смотреть шлейф. Получается высоковольтный шлейф. Вот он идет. Вот эти пучки проводов проверяешь. Проверяешь пучок до кондиционера, который идет. Очень часто заливают кондиционер, вот эту фишку. Вот она эта фишка. Она бывает у некоторых вообще отломанная. Ее водой заливают, и она, получается, пробивает на кузов. Вот. Также бывает, что сама ВВБ прошивает на кузов, то есть элементы каким-то образом начинают прошивать. И надо смотреть шлейф до батарейки полностью до ВВБ. Ну вот я уже машину поднял, посмотрел и обнаружил тут такую проблему. У человека вот шлейф, вот этот, он перебитый. Вот она. Косяк какой-то. Там есть земля, она явно мокрая. Сейчас надо до вот этого шлейфа обратно, ну, то есть надо будет сейчас каким-то образом это все дело, ну, то есть добраться до туда. Я вот только пока не придумал, как я потом буду этот шлейф изолировать. Это заводская гофра. Ее просто так не заизолируешь уже. Вот, ну, буду что-то думать, придумаем, наверное, думаю, что-нибудь посмотрим. Ну, надо сейчас добраться до пучка проводов, посмотреть, есть ли там пробитые провода. Ну и как бы так. Думаю, что причина в этом. О, пиздец. Да, вот она вода, видишь, земля мокрая попадает. Ты когда машину моешь, ты, видать, днище маленько захватываешь. Я вот так. Чуть-чуть, да. Ну вот ты вот намочил, она с землей пропиталась и коротит между собой. Вот она и происходит, эта проблема. Сейчас мы будем пробовать. Как-то надо это заизолировать. А потом жгут надо жестко заизолировать. Вот как это сделать, это большая проблема. Сейчас надо его как-то бы отцепить. А отцепить его, он где-то крепится, по-моему, оттуда. Его бы вот эти два болта выкрутить сейчас, чтобы она на весу была. Чтобы я ее мог отэтовать. Ну и как бы это будем думать. Ходовой сразу дроссельку почистим. Ну, она не сильно грязная, но все равно грязная. Раз уж тут все разобрал, когда искал шлейф, в принципе, почему бы дроссель не почистить. Снял коллектор. Коллектор очень грязный. Сейчас будем этой штукой все отмывать. Замочим коллектор в азелите. Так, здесь у нас прокладочку надо будет сейчас убрать одну. В принципе, ее по идее поменять надо. Ну, сейчас посмотрим, может быть, силикончиком ее просто замочу. Силикончик дело свое делает, восстанавливает прокладки, в принципе. Так, они эластичность свою принимают как бы обратно. Так вот побольше туда, прямо внутрь. А потом керхером еще пройдусь с автохимией. Вот эту всю фигню он сейчас отъест, азелит. Здесь вот прям дырочку вот это вот как раз есть EGR ход. Вот эти надо хорошо отмывать полностью. Коллектора надо хорошо мыть. Вот она, система EGR. Вот так вот она сейчас пойдет оттуда во вся чача.
напор был. Здесь последняя струя черная такая. Ага. Когда чистая пойдет, тогда уже нормально. Очистил клапан EGR. Такой чистенький все. Дудку тоже этот коллектор весь отмытый, все чистое. Керхером отмывали его. Все, сейчас прокладку. Смазкой силиконовой промажу, помою и все. Вот у нас холодильник тоже отмылся весь чистенький со всех сторон. Четко. Сейчас все будем ставить. Будем проводить испытания. Машину запустили. Все работает пока. Сейчас сядем, прокатимся маленечко. Так. Все, поехали. Покатаемся. Вокруг объездного. Выпьем сейчас. Ходовка как? Знаешь? Ну, ничего так-то. Но она низковатая, Альфа очень. Низковато я. Ага. Ты проставки не ставил, да? Нет. Я поставил. Так оно как было, да? Или поставил? Поставил. Поставил. А, ну чуть выше тогда она получается, положенного, да? Ага. Сзади тоже. О, дорожники поехали. А мы, наверное, в обратную сторону прокатимся лучше. Вообще пуля. Тут-то камера, хулиганить не буду. Там еще где-то дорога хреновая. Нам очень важно сейчас отследить, чтобы ошибка не уходила. Хорошо. Заизолировал я, получается, кусок добавил этого шланга резинового. То есть эту гофру мы заменили резиновым шлангом. Нормально его изолентой замотал, плюс на стяжке. Поэтому, в принципе, как бы она должна нормально быть. Ну вот такое вот бывает на Альфу. Дороги наши не щадят машины. То есть просто берут, шлейф перебило, считай, вот этот, который высоковольтный. Еще бы чуть-чуть, да, и был бы пых. Ага. Может, железку какую-то задел или камень. Камень, скорее всего. Машина отклик хорошая, EGR почистили вообще, отклик хороший. И заслоночка свое дает. Смотри, пуля какая. Раз и все. Красота. Она резкая машина эта, да? Как, ну как тридцатник, он такой же. Здесь тоже хороший автомастер работает. Тоскин. Знаешь, Андрей Тоскин? Смотрел канал YouTube? Он всякие эти BG, там всякие, короче, автохимию продвигает. Ну, чувак прошаренный. Раскоксовки двигателей делает тоже. Уже перешел был уже. А? Перешел был. Да, Здесь. по идее должен был бы, да. Ага. Ну дай бог, давай езди, мы тебя еще покрестим.
Дай бог, что радовал своего хозяина. Ну, машина классная, мне Альфа очень нравится. То, что она вместительная. У нее проще батарейку снимать намного. ВВБшку. На Приусе сложнее. У него эта сидушка мешает. А тут сидушка отодвигается. Ее очень легко снимать ВВБшку. Тут, считай, монитор вот этот у него информативный очень. Даже покажи людям, как он выглядит. Вот. Четко все показано, как работает система. Вот. Пошла от электробатарейки. Хлоп, тяга. У него намного красивее, чем на 30-нике-то. 30-ник-то уже устарел. А здесь-то у него, вон какая графика офигенная. Ну, будем ремонтировать машинки такие, что? Хорошо же, появились сервиса. Хорошо. Раньше люди боялись покупать гибриды вообще. А что такого бояться-то? Такая же машина, как и вот тут. Вот эта тут машина такая же, только технологичней. Батарейку добавили. Все. Вам потеряли те походу. На паузу поставить. Ну вот по итогу едем. Ошибка у нас не выходит, все хорошо. Сколько километров вы вышли? Мы уже считаем, мы проехали все объездное. Сейчас выходим на Хотынку опять. Возвращаемся в сервис. Ну, нормально проехали. Километров, я думаю, 10 проехали точно. Ну так, по кругу. Хорошо. Ну она же сразу выходила тогда. Сразу выходила? Сразу прямо. Все, приехали. Ошибки нету, все хорошо, все работает. ЕГР почистил, машина отклик лучше стал. Заслоночка, все четко работает теперь. Все, красота. Все, уехал. Уехал клиент, довольный, счастливый. Почистил ЕГР, почистил заслонку, отремонтировал шлейф высоковольтной батареи. QV on this track, bitch.